тени деревьев, где среди шепота листвы слышно пение птиц, а сам воздух наполнен жизнью, в руках мастера Георгия Худжеева рождаются подлинные произведения искусства. Материал легко поддается ножу, позволяя резчику создавать тонкие, почти ювелирные узоры. Мягкая, послушная, теплая на ощупь древесина словно ждет, чтобы в ней разглядели скрытую тайну. Так появляются работы, наполненные ароматом леса и дыханием ветра. Резьба по дереву для меня – это искусство, да. Художник использует кисти и краски, скульптор использует глину, мрамор. А я использую дерево и ножи. Все ножи в большинстве своем это самоделки. У каждого мастера инструмент подогнан под его руку. И в большинстве случаев сделан самостоятельно. Дерево – теплый материал, легко поддающийся обработке. Оно пластичное, позволяет создать практически все, что угодно. Это тот же холст. Я работаю исключительно с липой, поскольку она самая мягкая, самая легко поддающаяся резьбе, покраске, в отличие от таких пород, как дуб, ясень. К дереву Георгий пришел не через традиции или семейное дело. Среди его близких не было ни художников, ни ремесленников. Но с раннего детства он с увлечением рисовал и лепил, следуя зову внутреннего вдохновения. Родители отвели его в художественную школу имени Тавасиева, одну из лучших в Осетии. Там мальчик обрел крепкий фундамент, на котором впоследствии построил свое мастерство. Шаг за шагом он шел к тому, что со временем стало делом всей жизни. Родился в городе Владикавказ, учился, далее уехали в Южную Осетию, там тоже учился, служба в вооруженных силах Южной Осетии, учеба в Госуниверситете Южной Осетии. Образование высшее, Юго-Осетинский госуниверситет, факультет истории. Не работал по образованию. Жизнь опять вносит свои коррективы, и приходится заниматься чем-то иным. Резьбой по дереву занимаюсь уже более 20 лет, а пришел, наверное, как и большинство, с детства. Детская художественная школа имени Тавасиева. Это как фундамент. А далее уже жизнь сама показывала, знакомила с людьми, у которых где-то кому-то чему-то учился, именно резьбе по дереву. Его первая работа в дереве стала серьезным испытанием, сложным и многогранным проектом, который требовал предельного внимания к деталям и тонкого понимания формы. Именно тогда начал формироваться его уникальный стиль, который впоследствии стал визитной карточкой мастера. Самая первая работа была «Апокалипсис Дюрера», объемный «Апокалипсис Дюрера». Переезд в Сочи не изменил главного – связи с родной землей. Несмотря на то, что Георгий живет и работает в другом городе, уже более 20 лет он посвящает свое творчество национальной тематике. Я живу и работаю в городе Сочи, но основные работы связаны именно с национальной тематикой. Потому что Родина не оставляет, где бы человек ни находился, всегда будет потребность заниматься чем-то таким, что связано именно с Родиной. Работая над своими изделиями, Георгий Худжеев погружается в культуру и символику родного народа, стремясь сохранить и передать культурное наследие Осетии в современной форме. Его произведения наполнены глубоким смыслом, уважением к традициям и вниманием к мельчайшим деталям. Вырезая орнамент, он словно рассказывает историю. Здесь представлена работа, одна из серий работ на национальную тематику. Здесь изображен понтон всемирно известного художника Лотиева. Он открывается оттуда. Изображен в форме щита. Все сделано из дерева, за исключением металлических петель, кованых.
Данный щит является частью от комплекта нарды, шахмат. Здесь будут его фигурки. Здесь использован металл, кованый металл, имитация под металл, под медь. Покраска выполнена при помощи акриловых красок. Также задействована поталь, золотая поталь. Здесь указано имя каждого из небожителей. Все подписано. А здесь у нас представлен нарцуслан, танцующий на чаше. Все это сделано из дерева. Опять-таки использована золотая поталь. Все проработано, каждая деталька. Стрелы, лук, все вырезано, все объемное. Также использована наша национальная символика, наши солярные знаки. На этом панно собраны самые наши известные символы. Символ Осетии, символ Владикавказа. Здесь у нас Фатима на переднем фоне. Все также сделано из дерева. Использована поталь серебряная. На среднем плане у нас Гуастерджи. Ну и, естественно, Рейком. Также Столовая гора. Все объемно. Иногда мастер обращается к произведениям известных осетинских художников. Так он создал рельефную композицию по мотивам картины Махарбека Туганова «Пир нартов», в основе сюжета которой запечатлен победный танец нарта Сослана. Работа впечатляет тонкостью исполнения. Варьирующаяся глубина, точные пропорции и сложная тонировка формируют живой и выразительный образ. Такой уровень требует не только технического мастерства, но и богатого воображения, а также творческой смелости. Его произведения всегда узнаваемы. В них скульптурная резьба органично сочетается с детальной проработкой и объемной пластикой. Танцующая пара, девушка и парень. Все также сделано из дерева исключительно. Покраска под металл, имитация металла. Следующий вариант – это обычный иронфэнг. Материалы все те же самые, акриловая краска, медь, отбитая медь. Все покрыто резьбой, также в национальном стиле. Над этим столом я работал 2 месяца. Эта подставка под чашу сделана также полностью из дерева, плюс имитация металла, меди. Все сделано под старину. Следом у нас комплект. А вторая деталь у танцующей пары – иронченс. Это астинский триколор. Работа выполнена по картине астинской художницы Свати Фарна. С ее разрешения я сделал ее работу, но уже в дереве. В каждом из экспонатов, которые Георгий представил на выставке в Республиканском доме народного творчества, ощущается уважение к наследию предков. Символика для него не просто декоративный элемент, а мост между прошлым и настоящим, отражение истории и мировоззрения народа. Именно в этом резчик по дереву черпает силу и вдохновение. Для меня труднее всего вырезать лица, анатомию, фигурки. А орнамент – это самое простое, что можно сделать. Мне больше нравится символика, именно символика, потому что символика несет в себе определенные скрытые сакральные знания, которые в большинстве случаев утеряны уже. Наша история очень богата символикой, сакральными какими-то утерянными знаниями, которые все-таки сквозь глупиков еще просматриваются. Для мастера важно не только создавать, но и делиться своим творчеством с людьми. Он регулярно участвует в выставках, считая их неотъемлемой частью своей профессиональной жизни. В выставках принимаю участие периодически.
Выставка – это обмен опытом, это новые эмоции, общение с мастерами, обсуждение каких-то новых событий в творческом мире. Я бы хотел, чтобы человек, когда приходит на мои выставки, смотрит на экспонаты, в первую очередь испытывал эмоции. Однажды на одной из выставок работы Георгия Худжеева привлекли внимание заслуженного деятеля искусств Северной Осетии Татьяны Астаевой. Ее поразило редкое ощущение, будто в этих произведениях звучит голос, тихий, но наполненный смыслом. В них не было ни показной эффектности, ни стремления к внешнему блеску, только тишина, глубокая и содержательная, словно мастер прикоснулся к чему-то древнему и важному и сумел передать это через дерево. Он всегда старается что-то найти новое, такое, чтобы было интересно зрителю. И всегда напоминать о том, что есть глубокие древние традиции, которые надо сохранять, оберегать и воплощать в своих произведениях. Таким образом, мы понимаем, как мыслили в старину, как они ощущали мироздание. И вот образ мира, он всегда прослеживается в творчестве его. Ни одна работа его не похожа на другую. И эти работы декоративные, они смотрятся очень выразительно, ярко, звучно. Мастер создает разные объемы. У него они буквально скульптурные. И вот этот рельеф, он то глубокий, то менее глубокий. И вот это соотношение пропорций, объема, то, что он еще тонирует эти фигуры, создает определенную ритмику, определенную такую динамику и создает такую органичную очень композицию. Среди уникальных работ Георгия выполнены на заказ шахматы, каждая фигура в которых авторская и существует в единственном экземпляре. Они окрашены в технике старинной художественной росписи, благодаря чему каждый предмет выглядит как антикварный. Пешки воплощают образы пастухов в традиционных бурках и папахах, а кони украшены элементами подков, универсальных символов удачи, встречающихся в разных культурах. В этих шахматах, как и в других работах мастера, сочетаются художественное мышление, стремление к новаторству и глубокая связь с культурным наследием. Он вообще меня поражает своей творческой выдумкой, фантазией, очень творческим подходом к каждой работе. Они всегда какие-то неожиданные получаются у него. Но если мы возьмем его даже шахматы, он создает интересную такую композицию. Во-первых, сама коробка, в которой хранятся эти фигурки, она сама оригинальная, очень интересная. Она напоминает какой-то огромный щит, на котором расположен, на крышке которого расположен целый пантеон святых. Интересна даже сама шахматная доска. Если ее перевернуть, то это уже не доска шахматная, а там можно играть уже в нарды. То есть он сделал вот такую своеобразную композицию и для шахмат, и для нардов. И в этом тоже есть своя смекалка, свое новаторство своего рода. Если мы возьмем его работы, такие интересные, как, например, традиционный стол фынк, то он его создает совершенно неординарно. Он сохраняет текстуру, фактуру дерева, украшает его какими-то сакральными мотивами и создает такой мощный объем, такое монументальное изделие, которое, как бы воспринимаешь его не совсем обычно. Сразу представляешь, ассоциируется, что за таким столом должны сидеть очень мужественные, сильные, такие великаны-нарты. За каждой работой стоит кропотливый труд. От замысла до воплощения проходит немало времени, включающего разработку идеи, создание эскиза, подбор материалов и само исполнение. Сколько времени уходит на одну вещь? Все зависит от размера, от сложности, начиная с разработки концепции, с проработки эскиза. 1,5-2 месяца в общем занимает все это время. Плюс еще есть работа столярная. Заготовки на эти работы делает столяр. На это тоже тратится свое время. Бывают моменты, когда я смотрю на работу, уже на законченную, на конечный результат, и хочется ее переделать, потому что проявляются какие-то мелкие, малозаметные для меня недоработки и желание сделать еще лучше. Это бесконечное стремление к идеалу, к
к идеальной картинке, просто сам себе говоришь: все, хватит, надо остановиться и идти дальше. Мастерство не приходит мгновенно. Оно вытачивается годами, как сама древесина в руках резчика, через терпение, наблюдение и постоянную практику. Со временем развивается и внутренняя насмотренность, и рука становится увереннее. По словам Георгия, овладеть этим ремеслом может каждый. Нужно лишь решиться сделать первый шаг. Каждый может стать резчиком. Этому надо всего лишь навсего уделить время. Время, еще раз время. Главное желание, видение и чувствование материала, дерева, конечной картинки, которая должна быть создана. Это все приходит с опытом. Вдохновение резчика по дереву не ограничивается лишь национальной темой. Его интерес к культуре шире и глубже. Он с уважением относится к наследию разных народов и открыто говорит о стремлении расширить границы своего творчества. Есть такое желание сделать серию работ по мотивам известного русского художника Билибина, который иллюстрировал практически все русские сказки. И хотелось бы его работы, написанные на бумаге, вырезать в дереве. Он не гонится за славой и не следует модным тенденциям. Главное для него заниматься тем, что по-настоящему откликается внутри. Будь то священные символы, фигуры нартов или образы из сказок. Все, что выходит из-под его рук, наполнено уважением к традициям и искренней любовью к материалу. Именно в этом сила его работ. В них звучит голос времени, в простых линиях ощущается глубина культуры, а в самом дереве заключена живая энергия.